У каждого из них были любимая работа, семья и свои планы на жизнь. Вероломное нападение бандитов унесло жизни тех, кто просто оказался рядом, и тех, кто исполнял свой служебный долг. Сегодня в зале собрались, чтобы вспомнить тех, кто ценой собственной жизни охранял покой жителей республики. Время проходит, притупляя раны, нанесенные не только родным и близким погибших, но и всей республики. Никого не оставила эта страшная трагедия равнодушным и безучастным, а имена погибших будут вечно в памяти народной. 19 лет тому назад в этой страшной трагедии умер мой родственник со стороны мамы Дахкиль Гавах Ахмедович. К сожалению, я не помню это время, но по рассказам моих родственников он успел понянчиться со мной и с моей старшей сестрой. По рассказам его сестер он был очень человек с твердым характером, мужественный, человек слова, несмотря даже на статус людей. Даже до сих пор, когда все вспоминают его, они не наворачивают слезы на глазах. Это большая утрата для нас всех. Мы до сих пор помним его. Дауд Тугаев – полковник внутренней службы. Зелимхан Асканов – капитан милиции. Те, кто покрыл себя неувидаемой славой. Такие герои почти в каждой семье. Ты знаешь, так хочется жить, просыпаться с тобой на рассвете. Отдать дань уважения их подвигу – это наш долг, говорит Муса Гуражев, для которого каждый из погибших коллег – пример мужества. Погибли сотрудники, защищая долг, честь народа и всей России в целом. Да, алгахетом был царь, да, алгешто царь. За мужество, проявленное при исполнении служебного долга указом президента Российской Федерации, многие были награждены орденами мужества посмертно. Мадина Цора, Джамалил Султыгов, Новости 24.